Термин «балет» возник в Италии в конце XVI века. Тогда им обозначали небольшие вставки пантомимы, танцевальные эпизоды в драматическом музыкальном представлении. Тем не менее, самостоятельным видом искусства балет стал не в Италии, а во Франции. Первые французские балеты представляли собой череду придворных танцев, сменявших друг друга в определенной последовательности. Именно здесь, при дворе французского короля, балет превратился в красочное, торжественное зрелище. Как дань уважения вкладу, внесенному Францией в развитие балета, танцоры всего мира до сих пор пользуются балетными терминами на французском языке. Начиная с XVIII века балет стал настоящим музыкально-драматическим спектаклем. В нем появился сюжет, либретто – литературная основа балета, его драматический замысел, взаимоотношения героев, события, происходящие с ними, постановщик балета, балетмейстер, воплощает через язык пластики человеческого тела. Классический или характерный танец солистов, пантомима, массовые хореографические сцены, исполняемые кардебалетом, составляют основу балетного спектакля. Характер главных героев, их чувства и мысли, картины природы и окружающую обстановку передает музыка. Симфонический оркестр является не просто большим аккомпанирующим инструментом. Его звучание организует весь ход спектакля, создает единое сквозное действие. В классическом балете мы восхищаемся мастерством танцоров, красотой хореографического рисунка, эмоциями, которые невозможно передать словами, но которые так ярко и образно выражают исполнители в своих движениях. На смену классическим идеалам пришел век революций, общественных потрясений. Симфония, концерт, опера, другие музыкальные жанры претерпели серьезные изменения. Не остался в стороне и балет. Красивые сказки, легенды и мифы уступили место более реалистичным сюжетам. В составе театрального оркестра появились новые инструменты. Композиторы стали смелее применять новые звучности, необычные исполнительские приемы. На самой балетной сцене тоже полным ходом шли метаморфозы. Женские партии заменялись мужскими, мужские – женскими. Пластику грациозных плавных движений потеснили динамичные угловатые линии. Сегодня под единым термином «балет» по сути уживаются два самостоятельных направления. Классический балет бережно хранит лучшие традиции прошлого. Другой балет, современный, ищет новые пластические решения, полные неожиданных движений, причудливых фигур. Танец становится особой философией творческой свободы исполнителей и хореографов. Если в классическом балете сюжет – это плавное повествование, пересказ какой-либо истории, то в современном балете это скорее набор ассоциаций. Основной идеей становится поиск гармонии между калейдоскопом жизненных событий и стремлением человека познать свой внутренний мир. Пластический язык современного балета более свободный, смелый. Иногда он заимствует хореографические идеи из народных и современных танцев, акробатики, гимнастики, других направлений. С одним из таких современных балетов, спектаклем «Ярославна», мы познакомимся подробнее. В основу сюжета этого произведения легли события XII века, описанные в «Слове о полку Игореве». Вам уже знакома одна музыкальная интерпретация этого памятника древнерусской литературы. Старинная летопись стала основой либретто оперы «Князь Игорь», которую сочинил русский композитор Александр Порфирьевич Бородин. На хореографическое прочтение этого сюжета решились ленинградский композитор Борис Тищенко и балетмейстер Олег Виноградов. Авторам удалось создать постановку, проникнутую исконно русским духом, выраженным в хореографических и музыкальных образах. Премьера балета состоялась в 1974 году на сцене Ленинградского малого оперного театра. Спустя 40 лет новую постановку балета на сцене Мариинского театра представил в 2017 году молодой хореограф Владимир Варнава. Отойдя от идей классического балета, Борис Тищенко создал эпическо-драматическое произведение, в котором органично переплелись хоровое пение и балет, пантомима и симфоническое развитие.
В отличие от оперы «Бородина», главной героиней балета Тищенко становится не сам князь Игорь, а его жена Ярославна. Она воплощает в себе собирательный образ русской женщины, любимой, жены, матери, сестры. Ярославна – это символичный образ Родины, оберега русской земли и русского народа. В балете 3 действия и, на первый взгляд, похожий состав действующих лиц. Игорь – князь Новгород-Северский, Ефросиния Ярославна – княгиня Новгород-Северская, Святослав Великий – князь Киевский, Владимир – сын Игоря, князья, плакальщицы Кончак, хан Половецкий, русские дружинники, половецкие кочевники. Первое действие – это картина Древней Руси, раздираемой междоусобицами. Смертельная опасность грозит отчизне, и князь Игорь собирается в поход. Но чего же хочет князь? Защитить родную землю или снискать себе бранную славу? В партитуре балета композитор мастерски использует современные техники оркестрового письма. Одним из красочных приемов является введение в партитуру хорового пения. Хор участвует в действиях балета и комментирует самые важные моменты, воплощая соборность как внутреннюю основу всего повествования. «Стон земли русской» — это подлинный текст древней летописи «Слово о полку Игореве», построенный на древних распевах, аутентичных фольклорных интонациях. Во втором действии мы наблюдаем первую битву с половцами и окружение русского войска. Национальный колорит русского стана Борис Тищенко воссоздает через активные ритмоформулы и свободную пластику босоногих русских воинов. Образ половецкого мира в балете одновременно притягателен и отталкивающий. Половцы вызывают ассоциации степного кочевья со зловещим цокотом копыт маленьких лошадей. Образ половецкой конницы изображается женским кардебалетом на пуантах. Такой прием заставляет ощущать, как этими копытцами безжалостно топчется русская земля, и созерцать, как человекоподобные муравьи облепляют свою добычу – дружинников князя Игоря. Невероятные по размаху вежи половецкие, где радикальнейшим образом использованы алеаторические приемы, предваряют громовые кличи идола. В третьем действии события принимают драматичный оборот. Войска князя Игоря терпят поражение от неприятеля. Сам князь оказывается в плену. «Плач Ярославны» — это центральный эпизод балета. Интонации причитания, плача — древние традиции в русской народной музыке. Тем временем князь решается совершить побег. Игорь ступает на родную землю, но соотечественники принимают его не как победителя. Люди помнят о гибели дружины. В постановке Мариинского театра безрассудство Игоря обострено до предела. Новый призыв возникает. Меч выкован, враг намечен. Пойдем. О чем молитва будет? О победах будущих или о мире? В финале впервые соединяются в едином звучании мужской и женский хор. Эпическое предание Ярославна завершается словами православной молитвы.